Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто нервничает из-за вас? Кто переживает? У кого руки трусятся, когда вы рядом? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. И кто нервничает, и почему нервничает, да, все покажет. Просто загадайте на себя. Пока вы настраиваетесь, мои хорошие, я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы, моя дорогая, так, ничего себе. А вы крутая. Очень крутая. У вас авторитет, у вас есть какое-то коронное выражение лица. Этим выражением вы очень многих людей, вот даже без слов, на место ставите. Легенды, сплетни, слухи постоянно вас сопровождают, будто бы это ваша свита. Очень много людей, которые вас уважают, и есть люди, которые вас по-настоящему боятся. Боятся вообще с вами встречаться, попадаться вам на глаза. Не знаю, вы популярный человек. Мне идет, что вы популярный. Популярный человек либо в своих кругах, в своей семье, среди своих, допустим, там, коллег, соседей, либо вы действительно очень популярный человек в формате из своей страны, либо даже в мировом формате у кого-то отыграется. Человек, который у всех на виду, либо человек, который всем всегда интересен. Итак, кто нервничает из-за вас? Ну вот здесь мужчину сразу показали. Мужчина, с которым вы время от времени контактируете, встречаетесь, общаетесь, ну, либо даже в одном круге находитесь, да, в одной компании. У мужчины есть семья, сразу показали. То есть мужчина не свободен, там и жена, и дети, и вроде живет неплохо. Но этот мужчина в вас влюблен, и влюблен достаточно давно. Мужчина в вашем присутствии, его как будто бы током пробивает. Он начинает елозить, краснеть, бледнеть, потеть, охать, ахать, язык заплетается, глаза, вот, знаете, старается не смотреть на вас, потому что залипает, просто в моменте залипает. И его так страшат эти реакции. Вот знаете, вот если вот так пальцем сделаете, он просто пойдет за вами, через жену, детей переступит, через все моральные там принципы переступит, через общественность переступит, просто вот пластилин, да, делай со мной что хочешь, лишь бы в твоих руках быть. Мужчина и влюблен, и очень сильно вас желает. Вас желает, не знаю, он вами просто горит. Когда вас нет рядом, он постоянно о вас думает, мечтает. Когда вы рядом, ему так тяжело себя контролировать и очень тяжело контролировать свое тело. Да. Ну вы поняли, о чем, да? Прям хоть лед в штаны кидай, да, в трусы. Очень ему тяжело. Но с другой стороны, он к вам привязан, он от вас зависим. И вот мне еще идет, что он как специально ищет эти точки соприкосновения, вот увидеть, поговорить, просто издалека на вас посмотреть, даже как-то за вами следит, у кого-то отыграется. Ну, допустим, может быть, на работе, да, мужчина на работе, у кого-то мужчина по соседству, мужчина, допустим, там, не знаю, друг один из друзей, мужчина муж подруги, мужчина муж родственницы. То есть служащий, может быть, даже там в банке, например, да, либо там начальник банка. В общем, где-то он вас видит, там в поликлинике доктор у кого-то отыграется. Но вы от него чувствуете. Вы чувствуете, что он, во-первых, смотрит на вас, во-вторых, вы чувствуете, что он как-то странно себя ведет в вашем присутствии, а у кого-то отыграется, что вы уже давно его прочитали и понимаете, что он влюблен, и вот все его эти странные
заскоки вам уже понятны, да, почему он так себя ведет. Но вы не сильно этого мужчину хотите, может быть, даже и не рассматриваете его как мужчину. Ну, для вас он просто друг, либо муж вашей подруги, либо муж вашей родственницы. То есть нету каких-то там больших планов на него, нет какого-то видения, что вот я бы смогла с ним, либо я бы хотела с ним. Вас, возможно, это забавляет, если вы понимаете, да, что он влюблен. Либо наоборот, вам кажется, что мужчина странный, ведет себя странно, наверное, какой-то больной, да, лучше с ним не связываться. Да, давно любит, безнадежно любит, вот так мне идет. И неважно, вы рядом, вы далеко, он все равно будет вас любить. В его мечтах вы его женщина, вы его муза, он там с вами время проводит в своих мечтах. В общем, безнадежно влюблен. Вот, безнадежно влюблен. Конечно, он нервничает, когда вы рядом. Он очень боится, что вот все выйдет на поверхность. Он очень боится даже не то, что все выйдет на поверхность и все узнают, что он влюблен, а боится, что вы узнаете и вы ему там грубо откажете, скажете, что мужчина, пошел бы ты на 3 буквы, да, ты мне не интересен, ты мне не важен, я тебя не хочу. Вот очень боится услышать эти слова. Страшно боится. Боится, что вы там будете его избегать, либо вы, может, я не знаю, там, возьмете и уедете куда-нибудь навсегда, и он потеряет возможность вас видеть. Он не видит общего будущего, но у него есть в сердце такие молитвы, что, ну вот, случись чудо, да, дай Боженька возможность хотя бы просто рядом постоять, не знаю, там, обнять хотя бы раз в жизни, либо поцеловать. Вот такие у него мысли. Ну, что есть, то есть. Я думаю, что вы понимаете, о ком я говорю. Вы это уже давно поняли, вы уже это все прочувствовали. И его вот это странное нервное поведение, оно его очень выдает. Очень. Там просто уже другое не подумаешь. Еще одного человека показывают. Он в лодке, видите? Скорее всего, это человек, с кем вы на расстоянии общаетесь, ну, любовь на расстоянии. Может быть, это ваш мужчина, но он, например, уехал куда-то там в командировку. Либо он моряк, в рейс ушел, либо он военный, либо он работает вахтовым методом, да, вот где-то он находится, в лодке туда-сюда катается. И вот когда он уезжает, он всегда так сильно нервничает, ну, что будет с вами, а вдруг там кто-то на вас глаз положит, а вдруг вы тоже на кого-то глаз положите. Нет, это не потому, что он вам не доверяет, это потому, что он очень боится вас потерять. И из-за этого он очень сильно нервничает. И когда он едет к вам, он тоже очень нервничает, потому что ему всегда вот прям кажется, что вот он приедет, а вы такая, ну все, я люблю другого, да, а у меня уже другой. Страшно, страшно. Когда вы общаетесь, допустим, там по видеосвязи, да, даже по телефону общаетесь, когда есть паузы, он себя прям накручивает. Ему кажется, что сейчас вы что-то скажете, что вы от него отказываетесь, что вы его не хотите, что другого полюбили. Мужчина панически боится вас потерять. Мужчина понимает, что такой другой и вообще в принципе не найти, и ему не нужна другая женщина, ему нужны только лишь вы. Может быть, он не так сильно проявляет свою любовь, может быть, он не проявляет столько нежности, сколько вы бы хотели, либо нуждаетесь, но его чувства в вашу сторону, они настоящие. Вот он действительно вас любит. И самый большой страх и самые большие нервы – это то, что вы можете кого-то другого выбрать, да? Что вы можете от него устать, что вы можете его послать, что можете выбрать другого. И также, мои хорошие, если вы семья, но вы часто ругаетесь, ну, допустим, да, вы проживаете вместе, у вас постоянные ссоры. Ваш мужчина, парень, да, сожитель, либо муж очень сильно боится, что в один из таких дней вы просто действительно с другим мужчиной будете. Да, вы его пошлете, скажете, все, я от тебя устала, иди, куда глаза глядят, да, мне не нужны такие токсичные отношения, я тебя не хочу. Может, кстати, он в последнее время с вами и ругается, потому что очень сильно вас ревнует, и вот этот страх, накрутка, да, вас потерять, его до такого состояния доводит. Ну, что есть, то есть. И еще показывают человека старше возраст, старше, чем вы. Вы, скорее всего, с этим человеком либо работаете, либо, например, если бизнес ведете, то, возможно, конкурируете. Возможно, вы творчеством занимаетесь, да, этот человек тоже занимается таким же творчеством. Этот человек видит в вас очень серьезного конкурента, конкурентку. А может быть, даже
например, вы не видите, а человек сам себе придумал, что вот она может меня подсидеть, она может, там, не знаю, оказаться более талантливой, чем я. Это может быть и мужчина, и женщина, кстати. Я не могу вам пол назвать, но то, что у человека прям дрожь, особенно вот коленки, как-то под коленками трясется все, когда вот вы, например, презентуете что-то, либо на работе там о чем-то говорите, либо какие-то творческие свои новые там проекты выставляете, там в соцсети, допустим, у человека прям аж под ложечкой сосет, и сердце замирает. Человек головой понимает, что вы гораздо способнее и талантливее, но с другой стороны не хочется сдаваться, не хочется уступать свои позиции. Но здесь именно, да, очень похоже на конкуренцию, и вас боятся, вот реально боятся. Не хотят признавать, я так понимаю. Возможно, человек даже там пытается в какой-то оскорбительной форме с вами общаться, либо там пытается вас там подсиживать, либо клеветать в вашу сторону. Но это все из-за страха. Да? Страх, нервы. Я бы даже сказала, что человек спать не может по ночам, потому что все время думает о вас и думает о вашем таланте, о ваших способностях, знаниях, о вашем профессионализме. Да, доведет. Этот человек себя точно доведет до какого-то приступа, либо криза, там явно чем-то плохим закончится, потому что там нервы уже просто как струна на пределе, и в любой момент там все может рухнуть. Так, еще показывают женщину. Но тут женщина, она семейная, сразу говорю, ну, либо стремится к тому, чтобы стать семейной. Женщина, ну, она такая, знаете, я не могу сказать, что она там слишком тухлая, либо слишком скромная, там серая мышь. Нет, ну, нормальная женщина, обычная женщина со своими плюсами, минусами, там, красивая, да, симпатичная, неплохая. Но у этой женщины, у нее прорастает прям ревность, в сердце прорастает. Она очень сильно ревнует кого-то к вам, ну, допустим, своего парня, да, либо своего мужа, либо она, женщина, мать, и ревнует своего сына к вам. Вот. Она старается с собой бороться, она старается с собой там говорить, что, ну, это бред, зачем ты это придумываешь, зачем сама себя накручиваешь. Но, с другой стороны, ревность, она такая коварная. Если она поселилась, ее очень сложно убрать, да, выкорчевать. Очень сложно, просто нереально. Только лишь единицам удается бороться со своей ревностью. То есть, в принципе, к вам она ничего не имеет, то есть против вас ничего не имеет. Но вот эта ревность заставляет ее постоянно о вас думать, заставляет нервничать из-за вас, бояться и даже придумывать какие-то, ну, там, моменты, чтобы лишний раз с вами не встретиться, там, чтобы, не дай бог, ее там этот парень либо муж с вами встретился. Если эта женщина мама, то есть получается свекровь ваша, либо будущая ваша свекровь, то она постоянно вот что-то такое придумывает, чтобы сын там постоянно был рядом, постоянно к ней ходил. Она начинает там всякие гадости на вас говорить, то есть пытается его от вас отвадить, либо пытается каждый раз в его глазах вас очернить, себя обелить, возможно, даже вину ему ставить, что вот ты меня там променял на женщину, а я ведь твоя мама, я ведь тебя там 3 суток рожала, да я ведь жизнь свою личную на стоп из-за тебя поставила, а вот ты теперь меня там типа променял, да, променял на другую женщину. То есть это все ревность, ревность. И, конечно же, она нервничает, потому что теряет контроль над собой, потому что тот мужчина, которого она любит, он, ну, либо на вас может соблазниться, либо он уже влюблен в вас, и она прям, ну, сама не своя, так не идет. То есть конкретно к вам претензий нет, но вот эта ревность, она ее губит. И ревность это усугубляется с каждым днем, вот, чтобы вы понимали. То есть ревность может разрушить любого человека, даже самого хорошего. Если она поселилась, если вовремя не спохватиться, если вовремя не лечиться, как говорится, да, не избавляться от ревности, то тоже, знаете, не очень хорошим может закончиться. Еще из-за вас нервничает какой-то человек, который совершил ошибку. Человек проявил халатность, человек нерадивый. Ну, может быть, это случайно произошло, да, там, машинально, допустим, да, человек просто вот, ну, ступил. Ну, бывает, да, все мы не идеальны, можно ступить. И этот человек по поводу вас, либо вашего дела,
либо какой-то ситуации с вами связанной совершил ошибку. И теперь очень сильно боится, что вы начнете разбираться, начнете искать, кто это сделал, да, кто у нас тут провинился, что это все раскрутится и что этот человек может, там, не знаю, работу потерять, да, лишиться должности. Мне кажется, что этот человек, ну вот на нервах, возможно, даже к вам придет, ну либо вызвонит вас как-то и постарается, там, не знаю, расплакаться, броситься вам в ноги, ну как бы объяснить, да, что вот не знаю, что со мной произошло, но вот я совершила ошибку, либо я совершила ошибку. Типа ничего уже не изменить, не исправить, ну вот так вот вышло. Ну, чтобы вы там типа простили, чтобы вы там не копали там детей его, либо ее пожалели. Вот мне идет, что это какая-то бюрократическая ошибка, ну, либо халатность, может быть, какого-то сотрудника, да, там не особо высокое звено. Ну, человек вот допустил оплошность. Конечно, нервничает. Даже человек, слыша ваше имя, либо схожую фамилию, уже начинает дергаться, елозить, дергаться, потому что страшно. Страшно, что вот все раскопают, там, хорошо, если оштрафуют, а если уволят, да? А может, там человеку осталось до пенсии там, несколько месяцев. Ну, страшно, да, страшно. Человек несознательно совершил эту ошибку, но боится ее исправлять, потому что боится последствий. Ну и, конечно, вас боится. Боится, что вы начнете там копать, разбираться, и там плохое будет. Но человек сам на вас. Мне идет, что человек выйдет на вас, что вы узнаете. И я не думаю, что вы прям будете там трясти этого человека и доводить дело до суда. Скорее всего, вы скажете: да ладно, не сильно надо было. Дальше показывают родственника, либо родственников. Да, может быть, там один человек, а может быть, несколько человек. Они очень нервничают, что вы начнете про что-то спрашивать и на что-то претендовать. Может быть, речь о каком-то наследстве, имуществе, о какой-то, может быть, ответственности, разделении ответственности. Очень сильно боятся. Они вас считают прям зажиточной, считают, что вы там богатенько, живете хорошо, что вы там просто обязаны им все уступить, что вы не имеете права ни на что претендовать, а вот они такие бедные родственники, типа им нужнее. Не знаю, как-то вот наследство, либо какие-то расходы, допустим, да, вот очень боятся, что вы с них требуете, либо попросите. Нервничают, могут теряться, могут отказываться от встреч, контактов, да, лишь бы вы там не вспомнили, не напомнили. Ну, не очень хорошие люди в плане там честности, ответственности и очень шкурные, вот мне идет, да, вот им бы вот под себя грести, но никогда не участвовать в каких-то оплатах, либо чтобы все на халяву доставалось. Еще показывают женщину, которая... Но она либо заказывает негатив там, через практиков, магов, эзотериков, либо она сама увлекается тем, чтобы там, в домашних условиях наводить порчу, скажем так. Женщина, которая из-за вас не просто нервничает, а ее как будто бы животный страх пронизывает, когда она думает о вас и думает о тех последствиях, которые ее настигнут. Не знаю, то ли она сама, то ли ей кто-то, ну, из практиков, допустим, мог сказать, что у вас очень сильное поле, и что все, что попадает в ваше поле, если оно там несет негативный заряд, то усиливается и от вас уходит, да, уходит в сторону того, кто наслал. То есть, ну, в простонародье обратка, да, идет обратка, причем обратка достаточно мощная. И она теперь ходит и нервничает. Она там сопоставила все свои действия, то, что она там обжелала, делала, и что это все не сработало. Вот, и теперь она очень боится, что вот ей прилетит. Ну, буквально, да, ваши враги боятся вас, потому что на вас их магия не действует. Вот, и, возможно, эти люди либо сами уже понимают, либо им кто-то из специалистов сказал, что ну, вас нельзя было трогать, да, что вы очень мощный человек, очень энергетически заряженный человек, там у вас очень сильные защитники, покровители, и ну, типа, прилетит, да, прилетит так, что не порадует. И сейчас этот человек, возможно, даже ходит в храм, пытается исповедаться, пытается очиститься от этих грехов, ну, чтобы обратка не прилетела. Ну, потому что те мысли, те посылы, которые были в вашу сторону сделаны, они ужасные, и они прям чернее черного, назовем это так.
Может быть, даже вы у себя находили какую-то порчу. Может быть, вы даже этой женщине про это говорили, не зная, что это она ее подкинула. И она такая, ну все, теперь мне точно конец, да, все вернется. Но прям верит в то, что вернется. И, наверное, не зря она верит. Я тоже вижу, что вернется. Вот зря она как бы на это пошла. Может быть, она даже чисто, знаете, ради там, развлечения, либо там, проверить свою силу, либо устранить соперницу, да, вот ради таких целей делала, а теперь как бы она понимает, что это все было глупо и пытается максимально очистить себя, да, там, просит, чтобы с нее сняли эти грехи, чтобы это обратно к ней не прилетело. Скорее всего, она сейчас ходит вся увешанная, обвешанная всякими амулетами, оберегами, талисманами. Да, но это ей не поможет, если честно. Я не вижу, чтобы ей это помогло. Мне вообще идет, что она уже в этом поле, и мне идет, что у нее уже что-то начало происходить, то, что не поддается логическому объяснению, и то, что достаточно болезненно на нее влияет. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.